Бахарбек Ильясович, на днях ваш коллега, председатель парламента Чеченской Республики Дукулах Абдурахманов, в очень недоброжелательной форме прокомментировал вопрос об установлении административных границ в программе «Диалоги» с Альви Каримовым, который является начальником информационно-аналитического управления президента и правительства Чеченской Республики. На протяжении всей передачи, кроме упреков и обвинений в адрес ингушей, как из уст ведущего, задававшего явно заказные вопросы, так и из уст спикера чеченского парламента, отвечавшего в том же ключе, мы ничего не услышали. Более того, в наш адрес были озвучены какие-то упреки касательно совместной поездки ингушской и чеченской делегации в Казахстан за счет чеченской стороны. С какой целью был задан вопрос и чего хотят наши соседи, вспоминая столь любезно обставленную на тот момент поездку? Может, хотят поставить вопрос о возмещении убытков? Что бы вы смогли сказать по поводу содержания указанной программы? Нужно иногда вспоминать наших предков. Надо вспоминать те добрые адаты, обычаи, традиции, которые были присущи нашему старшему поколению, которые из поколения в поколение они нам передавали. И вот сегодня я далек от той мысли, чтобы сегодня составлять перечень тех услуг, которые наши старшие оказывали, или кто-либо кому-либо оказывал. Кто может давать оценку деятельности руководителя того или иного субъекта? Только народ. И давать оценку может президент России. Поэтому на этом надо однозначно поставить точки и уйти от вот этих взаимных упреков, выяснения каких-то отношений непонятно и так далее и тому подобное. Большая часть программы была посвящена событиям, происходившим в период военных действий в Чечне и связана с потоком беженцев, нашедших приют в нашей республике. Прозвучала мысль, что граница Ингушетии была закрыта и что временно перемещенные лица, но никак не беженцы, расселились на исконно чеченских землях, названных степями. Что они жили в коровниках и палатках, что их содержанием занимался федеральный центр, а Ингушетия на этом наживалась. Порой не у каждого политика есть моральное право комментировать или давать анализ и оценку тем или иным событиям. Пусть это не скромно звучит, я думаю, что у меня есть такое право. Почему? Потому что в тот период я был председателем правительства Республики Ингушетия. Мы прекрасно помним 1994 год. Всего лишь 2 года, как образовалась республика. Мы прекрасно понимаем и осознаем, на базе чего и как создавалась эта республика, какая была у нас экономика, какое было вообще положение у нас в республике. И когда говорят о том, что беженцы проживали в кошарах, в коровниках, там всевозможных других помещениях и так далее и тому подобное, мне хочется задать вопрос. А в тот период все те, кто об этом говорит, они где были? Я их не видел рядом. Когда у нас в республике порядка более 70 тысяч беженцев из пригородного района, а тем более, как сегодня я помню тот день, когда в старом здании правительства мы располагались, напротив из моих окон, там на площадке, круглый год, зима, снег, дождь, лето, жара, беженцы из пригородного района Северной Осетии проживали там. Они бы не проживали бы в таких тяжелейших, сложных условиях, если бы у нас были бы эти возможности. И в то же время у меня возникает вопрос, а где же вы были в 1992 году? Я, кстати, тоже не хочу углубляться в эту тему. Об этом пусть люди говорят. В тот период надо тоже все расставлять по своим местам. Этих же беженцев, хотя имелись пустые корпуса, курорт Серноводский не пустили. Мы прекрасно понимаем, что возможности чеченской стороны в тот период в Грозном, тем более после развала Советского Союза, и после развала и промышленности, и других многих народно-хозяйственных объектов, когда были возможности, стояли пустые корпуса туристического комплекса, когда стояли пустые корпуса административно-бытовых корпусов, таких возможностей у наших беженцев не было. А где же были они все остальные? Когда мы разблокировали и давали коридоры в тяжелейших переговорах с военными Серноводска, с других регионов, почему никто сегодня не вспоминает мужество тех водителей, наших водителей, которые на автобусах ездили в Грозный, которые были захвачены и задержаны эти автобусы
чеченской стороны задержаны были. Они ехали туда только с одной миссией. Вывести из-под обстрела, от бомбежки мирных жителей. Никто не вспоминает о том, что наши санитарные машины ездили, вывозили оттуда раненых. Никто не вспоминает о том, а кто вывозил с дома престарелых стариков, женщин, которые в одночасье остались без внимания, абсолютно без внимания кого-либо. Это наши ребята, которые рисковали. Да, там есть такие моменты, и надо быть объективным во всех этих вопросах. Да, люди, и мы их обустраивали в любых возможных местах. В любых возможных местах. И когда передергивают факты, а интересно было бы послушать, тут даже мысленно я себе пытаюсь представить вот, наших людей, не только с нашей стороны, но и с другой стороны. Если, допустим, ко мне приехали беженцы после такой трагедии, у кого там в мыслях возникнет или рука поднимется взять плату за жилье? Не было таких моментов. Теперь говоря о гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь в основном нами оказывалась, как руководством Республики Ингушетия, также и нашими бизнесменами, всеми теми людьми, у которых была возможность. Кто хлебом, кто одеждой, кто кровом. Мой коллега говорил о том, что Республика Ингушетия на беженцах зарабатывала, и бюджет республики зарабатывал на этом. Но такие утверждения может только делать дилетанты. И объясню почему. Потому что финансирование беженцев из Чеченской Республики после долгой работы руководства Республики Ингушетия, достаточно долгой и трудной работы с МЧС Российской Федерации, с Миграционной службой Российской Федерации, только через них проходило финансирование. Это было через федеральные структуры. И бюджет Республики Ингушетия, и руководство Республики Ингушетия к этим финансовым средствам не имело абсолютно никакого отношения. Это первое, что мне хотелось бы подчеркнуть. И чтобы в будущем не было спекуляций на эту тему. Это первое. И второе. Еще раз повторюсь, что мы из личных средств граждан, из бюджета республики, из бюджетов и финансовых средств местных органов власти помогали и обустраивали всеми возможными средствами и мерами беженцев из Чеченской Республики. Этот был тяжелейший период, когда более 70 тысяч беженцев с пригорода района 92-го Северной Осетии у нас в республике, и плюс более 300 тысяч беженцев уже к тому времени, когда бы в самый разгар был с Чеченской Республики. Но я как хозяйственный руководитель, нужно не забывать еще об одной вещи. Когда собственное население было порядка 300 тысяч у нас в Республике Ингушетия, и плюс такое же количество добавилось в Республике Ингушетия, мы порой забываем, какая нагрузка на социально-экономическую и жилищно-коммунальную сферу была здесь. И об этом тоже все умалчивают. Все умалчивают о том, какая нагрузка была на лечебные учреждения. Все умалчивают о том, что какая нагрузка была на учебные заведения. Худо-бедно мы пытались всех детей обустраивать в школах, они обучались, лечили. И много делали. И сегодня говорят там о коровниках, там, и других, там, третьих. Кстати, о железнодорожных вагонах. Кстати, эти железнодорожные вагоны, это по нашему обращению руководства республики к руководству Министерства железнодорожного транспорта России через Аксененко. Мы тогда пробивали эти железнодорожные вагоны только лишь для того, чтобы хоть какая-то форма, создать какую-то хоть более-менее компактную и возможную форму обитания этих беженцев. Но самое главное, как бы трудно не были эти условия, мы сделали все возможное для того, чтобы сохранить жизни этих людей и здоровье их. Мухарбек Ильясович, после всех озвученных упреков, обвинений и оскорблений, ведущий, подводя итоги, сказал о том, что мы братские народы, и никому не удастся вбить клин, и что для этого нет повода, что мы знаем, где наша граница, и будем действовать в рамках Конституции. Подобная фраза даже не клин, а кол, которым сначала
пригвождают к стенке, а потом мило предлагают дружбу на века. А что, ингушская сторона не руководствуется Конституцией, или она не знает, где ее граница? Принято решение о образовании комиссии по данному вопросу. На мой взгляд, что гудировать этот вопрос? Есть две комиссии, где есть, скорее всего, я так допускаю, что оно так, наверное, будет. По различным направлениям, там внутри комиссии будут группы. Да ради бога, пусть встречаются, пусть обсуждают, пусть занимаются, готовят свои предложения, спорят, доказывают. На основе историко-архивных документов, на основе других документов, государственных, правовых актов. И после выработки тех или иных своих предложений, пусть проносят, каждая комиссия проносит к своему руководителю, а потом они будут принимать решения. Но самое главное вот в этом вопросе, хорошо, что есть федеральный центр, есть президент Российской Федерации, гарант Конституции. И вот в этом вопросе у меня нет абсолютно никаких сомнений, что будет проявлена и политическая воля для того, чтобы не было спекуляций вот на эту тему. Посмотрите, какие были перекройки этих границ. На месте существующих аулов, населенных пунктов создавались станицы. Затем проходил какой-то период, на месте этих станиц там, или населенных пунктов создавались другие административные территориальные единицы. Всегда происходила перекройка. Но каждый помнит, где его земля, где его очаг, где его род жил. И вот здесь эти комиссии должны четко отработать. А потом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, провести соответствующие процедуры. Ну, у меня нет сомнений, что руководство страны тоже в этом деле поставит свою точку.